Настоящее время недели в студии Шахида Якуб. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Выборы в России. Партия власти теряет рейтинги, но и оппозиция их не набирает. В то же время в Москве разгоняют активистов, читающих Конституцию. Спокойно расходись прямо сейчас и все. Пожизненный президент. В Туркменистане изменили Конституцию, что позволит Курбанкулы Бердымухамедову править бессрочно. Режим тишины на востоке Украины не работает. Тяжелая артиллерия с обеих сторон не затихает. За последние 3 месяца погибли более 20 мирных жителей. Приют для бездомных кошек в Алеппо. Люди уезжают или погибают под бомбежками. Домашние животные остаются. Последние парламентские выборы в России в 2011 году закончились тем, что в Москве начались массовые протесты. Россия, без Путина! Россия, без Путина! Россия, вы вот куда идите? Добрый день. Власть ответила жестоко. Арестами недовольных в России и конфронтацией с Западом. Прошло 5 лет, россияне вернулись к избирательным урнам. На этот раз никто не ожидает новой Болотной или какого-либо другого проявления недовольства. Большинство уверено в победе Кремля. Но это не означает, что нынешнее правительство России забыло события 2011 года. Заместитель главы администрации Путина Вячеслав Володин, главный человек, ответственный за проведение выборов, уверил всех. Эти выборы в Думу будут самыми честными за всю историю России. Не случайно главой Центра избиркома была назначена Элла Панфилова, которая сразу заявила, что не собирается подыгрывать правящей партии и обещала справедливое голосование. Дальше больше. Бывшему премьер-министру, а сегодня оппозиционеру Михаилу Касьянову позволили принять участие в прямых дебатах на одном из федеральных телеканалов. Бывший олигарх Михаил Ходорковский, отсидевший 10 лет в сибирской тюрьме, профинансировал предвыборные кампании 18 кандидатов в рамках своего фонда «Открытая Россия». Это, конечно, не означает, что Россия становится более открытой и демократичной. Скорее, это свидетельствует об уверенности Кремля в том, что «Единая Россия» победит. Подробнее о выборах расскажет Катерина Кочкина. Предвыборная кампания в Думу 7-го созыва сильно отличается от активной агитации 2011 года. Комитет гражданских инициатив и движения «Голос» назвали такую стратегию партии власти кампанией тишины. Власть, вот с учетом каких-то публикаций, соцопросов, заявлений, она делает все, чтобы отвратить избирателей, ну, скажем так, протестного там, или оппозиционного от этих выборов. Да. Ну, что не за кого голосовать, что все решено. Да. И понятно, что, безусловно, явка тогда будет ниже. У власти всегда есть административно управляемые избиратели. Их четкое число, их не может быть больше. В отличие от «Единой России», коммунисты вели активную кампанию, раздавали листовки и проводили партийные мероприятия. Мы все сделаем, чтобы восстановить народную власть, чтобы советская власть укреплялась на всех пространствах нашей бывшей общей родины. Как можно раньше кампанию постарались начать и оппозиционные кандидаты от «Яблока» и «Парнаса». Главная наша цель – это быть в Государственной Думе, начать перемены. Начать системные перемены, которые требуются в стране, очень требуются. Страну нужно спасать. Нынешняя власть губит страну. Борьба за места ушла в регионы и округи. Сейчас тоже можно говорить, что есть несколько округов, которые по выборам в Государственную Думу, которые тоже вызывают интерес у населения. Ну, возьмите, например, Тушинский избирательный округ. Там Бурин, там и Гудков. Вообще активность очень сильно зависит от конкурентности, а это самый важный изъян, самый главный изъян наших выборов – отсутствие реальной конкурентности. В последнюю неделю перед парламентскими выборами в России агентство ВЦИОМ, уже много лет считающееся главным социологом Кремля, опубликовало электоральные рейтинги. По их данным, «Единая Россия» набирает популярность и уверенно лидирует с более чем 40% голосов. Второе место по результатам опроса занимает ЛДПР с 12%. Коммунисты теряют свои позиции за неделю до выборов, за них готовы проголосовать чуть более 7%. Еще одна парламентская партия «Справедливая Россия» сохранит свою фракцию в Думе с результатом чуть более 6%. Демократические партии «Яблоко» и «Парнас» могут рассчитывать примерно на 1% голосов каждая. Для «Яблока» это означает лишение госфинансирования, которое по закону получают партии, не прошедшие в Думу, но набравшие больше 3%. Катерина Кочкина. Настоящее время. Неделя. Либерально-российская оппозиция, раздираемая внутренними скандалами и соперничеством, не может повлиять на исход голосования. В качестве примера можно привести выборы в одном из центральных округов Москвы. Партия «Парнас», которую возглавляет Михаил Касьянов, выдвинула кандидатуру ученого-философа Андрея Зубова, которого уволили из МГИМО за критику аннексии Крыма. В том же округе баллотировалась Мария Баронова, кандидат от Ходорковского. Результатом отсутствия координации и соперничества может стать победа в этом округе кандидата от «Единой России» Михаила Гончара. Чтобы разобраться в том,
том, что происходит с российской либеральной оппозицией, почему же в течение многих лет им не удается добиться желаемого результата, я поговорила с экспертом Левада-центром Денисом Волковым и заместителем председателя оппозиционной партии «Парнас» Владимиром Карамурзой-Младшим. Денис, вы как эксперт Левада-центра написали в своей статье так. Падение, взлет и жесткая посадка, говорите вы о российской либеральной оппозиции, которая, как вы утверждаете, в течение многих лет не только что не поднялась наверх по рейтингу популярности, она просто опускается вниз. Чем это вызвано? Если о последнем времени говорить, да, когда был взлет интереса такой, это было на волне все-таки протестных настроений и общем таком нарастании неодобрения и неудовлетворения действиями властей. После присоединения Крыма многие, кто выходил на протестные митинги, кто симпатизировал оппозиции, они вернулись к Путину. Владимир, ну а в чем дело? Почему так ведется агитационная политика слабенько? Знаете, давайте начнем с того, что в прошлом году лидера российской оппозиции Бориса Немцова расстреляли в 200 метрах от Кремля на Большом Москворецком мосту 5 пулями в спину. А не вызвано ли тем, что у оппозиции нет выхода на федеральные каналы? У нас есть определенный доступ к федеральному эфиру, он просто очень специфический. Нас периодически показывают в этом федеральном эфире, говорят, что мы национал-предатели, что мы пятая колонна. В такой ситуации вообще говорить, рассуждать в нормальных терминах о каких-то рейтингах, о каких-то цифрах, мне кажется, как минимум не очень корректно. Денис, а вы что думаете? Вот большинство россиян, вы же все-таки эксперт Левада-центра, они все равно же поддерживают Путина, не так ли? На части, да, опять же, если смотреть рейтинги «Единой России» год-полтора назад, они были почти что в 2 раза больше. Половина людей, которые 1,5 года назад готовы были за нее голосовать, они не будут за нее голосовать. Да, они куда-то делись, они разочаровались. Но все равно это действительно партия власти, партия, которая может что-то решать. Денис, а что избиратели ожидают от оппозиции? Чего они желают услышать от них? Дело в том, что от оппозиции ничего не ждут. И это основная проблема. То, что большинство населения не видит в оппозиции партии, которые решают их проблемы. Проблемы свободы слова, свободы собраний, они для большинства населения не так важны. И большинство всегда ждет от партии решения каких-то очень простых, насущных проблем. Хорошо, давайте спросим сейчас у Владимира Карамурзы. Ваша партия как предлагает решить проблему низких зарплат и ЖКХ? У нас по всей стране кандидаты от Петербурга до Иркутска, от Балтийского моря до озера Байкал. Это молодые, активные кандидаты, которые ведут свои кампании, ведут так, как могут. А что они могут предложить избирателям? Людям, которые постоянно смотрят российские федеральные каналы и считают, что Путин – это самый лучший лидер в мире. Люди во всех регионах страны, по крайней мере, в тех многих, да, где мы были, где у нас есть кандидаты, начинают все отчетливее понимать связь между вот теми насущными проблемами, о которых вы говорите, и тем, что у нас уже много лет, практически целое поколение, сидит одна и та же несменяемая власть, которая не подотчетна гражданам, которая непрозрачна, которая не является продуктом. Владимир, вы сейчас критикуете, а я спрашиваю конкретно, есть ли у вас конкретные предложения по решению вот этих проблем? Образования, здравоохранения, да даже того же самого ЖКХ. Ведь нормальному простому человеку нужно, чтобы решили его проблемы. Все, чтобы были зарплаты, пенсии, все остальное. Ни я, ни мои коллеги не должны, например, из Москвы решать проблемы ЖКХ в Иркутске или в Чебоксарах. Это было бы неправильно, и мы исходим ровно из этого, с того, что менять нужно ситуацию с головы, что называется. И нужно менять систему. И что только тогда вот эти конкретные проблемы, о которых вы говорите, будут решаться, когда власть будет, во-первых, на максимально низком уровне, то есть приближена к избирателям, когда полномочия, когда налоговые ресурсы будут спущены на муниципальный уровень, на региональный уровень, а не то, как происходит сейчас, когда почти 70% налоговых поступлений из регионов высасываются в Москву, когда власть будет подотчетна людям в прямом смысле, то есть она будет продуктом свободных, честных и справедливых выборов. Большое спасибо. С нами был Денис Волков, социолог-эксперт Левада-центра, и Владимир Карамурза, младший заместитель председателя партии «Парнас». А вот накануне выборов в Думу группа активистов решила собраться около законодательного собрания и прочитать вслух Конституцию Российской Федерации. Без флагов и транспарантов, в руках у них были лишь брошюры Конституции. Но когда читающие дошли до 31 статьи о праве мирно проводить собрания, митинги, демонстрации, им предложили разойтись по-хорошему. Спокойно расходись прямо сейчас, и все. Я говорю, собрание у вас незаконно. Нет, вы сейчас расходитесь. Это не собрание, это народное гуляние. Вы читаете Конституцию. Не надо руки.
Это не политическая акция, мы ни против кого не протестуем, это более просветительская акция. Мы даже и акцией это назвать нельзя, это группа единомышленников, считаю, для того, чтобы не забыть того, что у нас в стране есть Конституция. После этого активистов стали уводить и даже уносить. 6 читателей Конституции были доставлены в участок с формулировкой «громко читали 31-ю статью Конституции», чем нарушали общественный порядок, мешая прохожим гражданам. И еще о выборах и конституциях. В Туркменистане на этой неделе решили отменить конституцию и вообще отказаться от проведения президентских выборов. Неизменный лидер Туркменистана Гурбанкулы Бердымухамедов теперь может править страной пожизненно. На этой неделе президент под бурные овации подписал поправки к конституции и таким образом снял 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и продлил срок полномочий с 5 до 7 лет. Перед началом процедуры внесения поправок в Конституцию республики президент задал уважаемому собранию риторический вопрос. Есть ли у вас вопросы о целях сегодняшнего собрания? Туркменский президент вообще личность многогранная. Гурбанкулы Бердымухамедов не только доктор медицины и экономики, академик и генерал армии. Он автор 36 книг. Он с удовольствием выступает в роли диджея, поет дамам песни о любви, занимается спортом, автогонками, управляет вертолетом. Вот только на лошадях он больше не скачет. Однажды во время гонок он упал с лошади. В то же время его страна считается одной из самых репрессивных в мире. Согласно отчетам международных правозащитных организаций, здесь не соблюдаются самые основные права человека. В Азербайджане тоже готовятся к изменениям Конституции. На 26 сентября по распоряжению президента страны Ильхама Алиева назначено проведение референдума. Изменения также предусматривают увеличение президентского срока до 7 лет и де-факто укрепляют власть правящей семьи Алиевых. Но в отличие от Туркменистана, в Азербайджане нашлись противники этой инициативы. В Баку прошел многотысячный митинг против проведения референдума. Митингующие также требовали провести в Азербайджане политические реформы, освободить политзаключенных, повысить зарплаты и пенсии, которые были девальвированы падением национальной валюты маната и ростом цен. Напомним, что в 2002 году Конституция Азербайджана уже была изменена для того, чтобы Алиев-младший возглавил правительство. А в 2009 году ее изменили, чтобы он смог переизбраться на пост президента бесчетное число раз. По данным ООН, за последние 3 месяца в зоне боевых действий на востоке Украины погибли 28 мирных граждан и 160 были ранены. Таким образом, количество пострадавших среди мирного населения за этот период выросло на 66%, утверждает ООН. По сообщению украинских военных, сепаратисты уже нарушили объявленный 15 сентября режим тишины, обстреляв из гранатометов Авдеевку. Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении было зафиксировано 26 случаев нарушения перемирия. Несмотря на объявленный режим тишины, по обе стороны фронта продолжают ложиться снаряды. По сообщению ОБСЕ, стороны используют запрещенную Минскими соглашениями тяжелую артиллерию. Самые тяжелые обстрелы за последние несколько дней наблюдались на Донецком направлении. А это последствия этих обстрелов. Черногвардейский район города Макеевка, который контролируется сепаратистами. В результате активных артиллерийских дуэлей здесь пострадало несколько жилых домов. Сильный грохот, и летит огонь страшный. И начали стекла тарахтеть. Посмотрите, здесь окно, вот это все разрушено. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейрат Аль-Хусейн предупредил, что новую вспышку насилия можно ожидать в любой момент. Несмотря на то, что ситуация улучшилась после 1 сентября, когда было объявлено перемирие, в целом ситуация на линии соприкосновения остается нестабильной, о чем свидетельствуют инциденты прошлых выходных. Существует реальный риск того, что новая вспышка насилия может произойти в любое время. Всего с начала конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года, по данным ООН, погибли 9640 человек. Более 22 тысяч человек были ранены. Очередное обострение происходит на фоне непрекращающихся дипломатических усилий разрешить сложившуюся ситуацию. 15 сентября министры иностранных дел Украины, Германии и Франции посетили города Краматорск и Славянск, находящиеся под контролем украинских властей. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс выполнения украинской стороной Минских соглашений необходимо сдвинуть с мертвой точки. При этом он обвинил украинские власти в желании затянуть этот процесс до бесконечности. По нашему глубокому убеждению, линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим полной тишины как минимум в течение месяца и только потом начать обсуждать политические аспекты минских договоренностей, эта линия нацелена на то, чтобы затянуть процесс бесконечно.
По словам Лаврова, Россия предлагает разработать параллельную дорожную карту, в рамках которой каждый шаг в сфере укрепления безопасности в Донбассе сопровождался бы шагом по продвижению политических реформ и, прежде всего, тех законопроектов, которые Киев обязался разработать и принять. В свою очередь, глава украинского МИДа Павел Климкин согласился с необходимостью создания дорожной карты. Мы понимаем, что прогресс по выполнению минских договоренностей очень нужен, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства. С российской стороны нужна последовательность и гарантии того, что они будут выполнять свои обязательства. Тогда мы сможем провести еще одну встречу в нормандском формате на политическом уровне. Борис Кременецкий, глава украинской стороны в совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня, это группа, состоящая из представителей воинствующих сторон на востоке Украины, заявил, что Украина готова бессрочно поддерживать режим всеобъемлющего прекращения огня по всей линии разграничения сторон в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции. Итак, по обе стороны утверждают, что готовы соблюдать режим тишины, но он никак не наступает. Если проанализировать ситуацию, возникает ощущение, что ни та, ни другая сторона к долгосрочному миру на самом деле не готовится. Выполнение минских договоренностей – это и есть для нас дорожная карта. Основные для нас пункты, они связаны с безопасностью людей. То есть главный пункт – это приостановка обстрелов, отведение артиллерии поэтапно, выведение войск оттуда, освобождение заложников. Понятно, что идет война, и нам намного тяжелее. Мы заинтересованы в том, чтобы на той территории, временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области, в конце концов, начала действовать украинская власть. Мы хотели бы, чтобы российские войска ушли с нашей территории. Тем временем так называемые ЛНР и ДНР на днях провели танковый биатлон. По словам очевидцев, большая часть техники, участвовавшей в соревнованиях, была в свое время отбита подразделениями сепаратистов у украинской армии. Ну а как видится все происходящее на самой Украине? Мы поговорили об этом с Евгением Степанюком, воевавшим на востоке страны и ведущим программы «Война и мир». На линии фронта происходит война, потому что даже если есть один прилет или есть одна автоматная очередь, это называется войной. Неважно, как ты будешь называть, антитеррористическая операция или там как-то еще. Что будет дальше, по-честному, никто, по-моему, не понимает, включая и власти Украины. То есть для большинства украинцев война закончилась? Для большинства украинцев война – это что-то где-то за 800 километров от них. Несмотря на то, что ежедневно в города и села Украины приходят гробы. Может, проблема СМИ из того, что вы говорите, война закончилась для большинства украинцев? Новостей оттуда как таковых нету. То есть это ежедневная рутина превратилась. Ну вот сегодня было 7-8, 28, 56, 120 обстрелов. Окей. Вот. Завтра просто будет 256, 300, там, 400 обстрелов. Окей. И момент номер два. Мне кажется, что власти взяли курс на такую гламуризацию войны, что ли. Показывает ее как нечто героическое и как нечто эффектное, эффективное. Да? А на самом деле это же не так. Это совсем по-другому. Это по-прежнему некрасиво, по-прежнему это то место, где прилетает, где есть смерть. На юге Украины тоже неспокойно. 27 августа в селе Лощиновка была убита 8-летняя девочка, после чего местные жители отправились крушить цыганские дома. Все потому, что по подозрению в убийстве был задержан местный житель, наполовину цыган. Власти предложили членам цыганской общины уехать из Лощиновки. И 29 августа несколько десятков сотрудников полиции прибыли в село, чтобы обеспечить безопасный коридор для вывоза вещей. Наш корреспондент Всеволод Ананьев попытался выяснить судьбу покинувших деревню цыган. После трагедии в Лощиновке и случившихся после нее погромов, село пребывает в состоянии такого хмурого затишья. Внешне вроде бы все спокойно, но люди не хотят говорить на камеру, они явно чем-то напуганы или расстроены. Мы приехали в село на выходные. На улицах встречаем много выпивших людей. Некоторые настроены агрессивно, пытаются вырвать камеру. Не надо. Тихо, руки! Не надо. Избегая конфликтов, стучимся во дворы. Пытаемся поговорить с людьми. На контакт никто не идет. Спрашиваем у жителей их мнение по ситуации, которая случилась с цыганами. Я занят, у меня люди рабочие. Может, 2 минуточки нам уделите, пожалуйста. Извините. Без камеры жители поясняют, недовольны пристальным вниманием прессы. Поэтому холодный прием оказывают и нам. У нас уже были журналисты, потом появилась у нас межнациональная рознь.
У нас такого не было никогда у нас в селе. 16 или 17 национальностей. Наконец, нам удается поговорить с местным электриком. Владимир прожил в Лощиновке всю жизнь. Утверждает, местные конфликтуют с цыганами давно и во всех окрестных селах. Просто люди боятся, чтобы они там не мстили. Они, наши люди, тоже боялись, когда по отдельности. А когда вместе собрались уже, решили, что только убирать их отсюда. Это видео сняли местные активисты. Они утверждают, цыгане в Лощиновке продают наркотики. После публикации записи полиция открыла уголовное производство. Никого не задержали до сих пор. Это материал 2015 года. Сейчас они находятся у нас в следственном аппарате по статье 307. То есть сейчас вторая, это распространение наркотиков. На каком именно этапе сейчас? Там досудебное расследование, я не хотел бы это обсуждать. По уверениям местных, ромскую диаспору выгнали из-за наркоторговли. Сегодня в Лощиновке остались только цыгане-старожилы. Эта семья живет здесь почти четверть века. Пока их не трогают, но люди сидят на чемоданах. Поведение односельчан осуждают. Тоже дети. Если бы не было бы детей, уже ладно, согласны были. Где-то бы поехали бы, нашли бы. Ну а детей за собой елки таскать, это тоже не... Изгнанные цыгане разъехались по разным уголкам Одесской области. Мы попытались связаться с ними через местные власти. Оказалось, что судьбой своих бывших односельчан они не озабочены. А у вас нет номера телефона? Нет, к сожалению, нет ни одного номера телефона. То есть вы не следите за их судьбой, получается, или как? Не поддерживаете связь никакой? Нет у меня связи с ними. То есть вы никакие связи с ними не поддерживаете, да? Нет. В Лощиновку приехали полицейские из Одессы. Предотвратить дальнейшие беспорядки. По вечерам улицы патрулируют народные дружины. Всеволод Ананьев, в настоящее время Одесская область. Режим прекращения огня в Сирии был продлен до конца недели, что дало возможность мирному населению хотя бы ненадолго забыть гул сирийской и российской авиации, сбрасывающей на них бомбы. Хорошая новость состоит в том, что люди на месте подтверждают прекращение боевых действий. Количество смертей значительно уменьшилось. Нападения на школы и больницы прекратились. Прекращение огня, однако, не означает, что в город Алеппо и другие осажденные сирийским правительством города будет доставлена гуманитарная помощь. Эти грузовики несколько дней простояли на турецко-сирийской границе около КПП Чильвигозу. Задержку с доставкой сирийское правительство объяснило тем, что не собирается пропускать гумконвои, которые не были скоординированы с официальными представителями Сирии и ООН. Наибольшее раздражение у них вызвал тот факт, что грузовики переправляются через границу с Турцией, страны, которая поддерживает противостоящие Асаду силы. Семья жителя Алеппо Абу Хайтама тоже ждет начала поставок продовольствия. Район, в котором он живет, уже несколько недель в блокаде сил правительства. В семье 17 человек. Хлеба нет, сахара они тоже давно не видели. Перебиваются чечевичной похлебкой, единственной едой на семью на весь день. Даже если перемирие закончится, а гумконвои так и не приедут, у Абу Хайтама есть огород, где он бережно выращивает овощи, которые можно засушить и есть зимой. Это на тот случай, если снова начнется война. Все, что не возьми, дефицит. Господи, готовим, что можем, самую простую пищу. Дети совсем маленькие, им еды не хватает. Газа нет, мазута нет. Ну и ладно, самых простых продуктов нет. Ну а дипломаты тем временем пытаются разобраться, в какие госструктуры попали запросы на разрешение проезда гумконвоя. И решают, что делать дальше. Кроме прекращения бомбардировок и артобстрелов, доступ к гуманитарным грузам – вот что может улучшить жизнь людей. И в этом вопросе мы сталкиваемся с большими проблемами. И закончить сегодняшний выпуск я хочу истории тоже из Алеппо. Мухаммад Алла Аль-Джалиль, работник скорой помощи и волонтер, создал приют для кошек в осажденном районе Хакано. Этого зовут Сухой, рассказывает Мухаммад, в честь российского самолета. Это очень быстрый кот. А это Аль-Багдади. Он напоминает покойного лидера так называемого ИГИЛ. На его счету несколько кошачьих убийств. У каждой кошки своя история. Все они домашние. Их хозяева или погибли, уехали. Вот и стали не собираться около моего дома. Не выгонишь же, стал их кормить. Сейчас в приюте около 170 кошек и собак. Мухаммаду помогают доброжелатели из разных стран мира, которые увидели его страницу на Фейсбуке и стали отправлять деньги. Мухаммад говорит, что в тяжелые времена на эти деньги он кормит детей своего района, которым нечего есть. А дети сюда приходят часто, поиграть с кошками. Для них это возможность хотя бы ненадолго снять стресс от войны, который им приходится испытывать каждый день. Это была программа «Настоящее время недели». С вами была Шахида Якуб. Увидимся на следующей неделе. До свидания.